Всем привет! Меня зовут Рома. А я Малена. И с вами вновь проект «Этнодевчонки в поисках счастья», где мы расскажем о секретах счастливой жизни разных народов. Ясос. Здравствуйте! Меня зовут Рафаэла, а это Ника, и мы приглашаем вас в мир греческой культуры. Рафаэла родилась в городе Сарапуле в греческой семье с кипрскими корнями. Корреспондент школьного телевидения. Любит танцевать, кататься на велосипеде, мечтает стать стоматологом. Жизненный девиз – всегда идти к своей цели. Сфера интересов Ники – искусство. 8 лет занимается в образцовой студии эстрадного вокала «Облака». Участвует в конкурсах и фестивалях. Трижды занесена на доску «Одаренное детство» города Сарапула. Жизненный девиз – через тернии к звездам. Исторические корни семьи героини уходят в древнюю Спарту. Готовы? Поехали! Калимера, Роман, Малена. Ясос, добро пожаловать В русскую Грецию. Вообще гастрономия, вы знаете, корни слова гастрономия, это тоже идут из Древней Греции, поэтому мы к этому относимся с трепетом, к нашей кухне. Кухня греческая всегда была очень полезной, сбалансированной, вкусной и простой. Вот, например, традиционный, так называемый в России салат греческий, в Греции называется хориатики, народный или крестьянский. Откуда овощи появлялись у грека? Он спускался себе в погреб, доставал маслины, помидоры, огурцы, любимый сыр фету, и получался вкусный салат. Настоящий греческий готовится практически без листьев, адаптированный в России еще и с листьями салата. Это мясо коки, вот это вот кефтедеса, это мы называем их греческие котлетки, мусака, салат дакос. Это считается бестселлером Кипра. Вот это катаифи, это готовится прямо из слоеного теста. Вот это все тесто. Внутри орешки с лимоном. У нас сегодня прям настоящий греческий стол. Всем приятного аппетита! Греки уже множество тысяч лет ведут сельское хозяйство, занимаются животными. Еще до появления денег они рассчитывались товарами, животными между собой. Стас Тронин, автор проекта «Русская Греция» на хуторе Горлица, активно развивает греческую культуру в Удмуртии и продолжает дело своих родителей по превращению загородного комплекса отдыха в настоящий культурно-туристический центр. Как в Древней Греции, люди занимались и выращивали коз, овец, лошадей. Одним из главных средств перемещения их был осел. Так и мы в Русской Греции держим лошадку Долю, козочек, козла и ослицу Тею. Стас, в чем заключается для тебя счастье? Счастье для меня – это когда ты находишься в состоянии покоя. Ты помнишь о прошлом, живешь настоящим и с верой смотришь в будущее. Вот это для меня счастье. Греция без апельсинового сока летом, наверное, это не Греция, особенно для туристов. Греческий апельсиновый сок фреш утоляет жажду, особенно когда он со льдом. Это очень вкусно. Ну и, конечно, потому что там есть плантация апельсиновая, есть возможность сделать его много и щедро дарить гостям. Малена, я сейчас научу тебя делать сувлаки. Секрет сувлаки в самой замочке. Мясо становится очень нежным, а замочим мы с тобой удивительным составом. Это мед, оливковое масло, орегано и морская соль с лимоном. Все, больше ничего.
Вообще греческая гастрономия, греческая кухня, она отличается своей натуральностью и своей простотой. Поэтому она этим удивительна. Замоченную сувлаки, нанизанную на шпажечку, отправляется на мангал. Рома, а в Греции есть тигры? В Греции есть все. На 100% конечно не уверен, но фраза такая есть. В фильме по рассказу Антона Павловича Чехова. Ребят, вы правы. Антон Павлович Чехов знает толк в греках, потому что он уроженец Таганрога, где проживало со времен императрицы Екатерины много греков, и он учился в греческой школе. И предлагаю вам изучить несколько очень важных слов на греческом языке. Здравствуйте. Если это друг-приятель, мы говорим «ясу». Ясу. Очень просто. Если это люди взрослые или уважение нужно как-то проявить, вы говорите «калимера». Калимера. Это первая половина дня до 16:00. После 16:00, вторая половина дня, мы говорим «калиспера». Калиспера. Молодцы. А где в России еще живут греки? Роман, греки живут вообще по всей России. От юга России до крайнего севера везде живут греки. Я приглашаю вас в красивый прикамский город Сарапул посмотреть, как мы, греки, празднуем День Святой Марии. Калос Орисате. Сегодня мы отмечаем наш национальный праздник, по-гречески называется Панагея Симела, то есть Богородица, рождение Богородицы. Мы, живя вдали от своей исторической родины, но о своих истоках не забываем. Как и наши древние предки, мы стараемся соблюдать все наши традиции. Вот у нас сейчас будет застолье, мы режем барана, мы готовим всякие блюда греческие. И потом в виде, все обязательно танцы, пляски, застолье. Вот так и отмечаем наш праздник. Шествие – это то, что, когда человек идет, с утра встает, с удовольствием идет на работу, с удовольствием возвращается в семью домой. В обеденное время общается с друзьями, общается с детьми, с внуками, у кого что. И где-то какой-то праздник, совместный, несовместный, неважно, национальный, другой, общается с людьми. Это самое главное. То есть счастье – это круг общения с родными, близкими, с друзьями. В этом и заключается счастье. Главный утренний напиток грека – это бодрящий кофе. Ни один грек не может жить без кофе. Неважно, лето, зима, осень. Летом мы пьем холодный фраппе со льдом, зимой мы пьем горячий кофе. Неважно, но без кофе жить грек не может. Почему вы варите кофе на песке? Процесс приготовления кофе, он тоже исторический. Ну, во-первых, потому что на песок он согревает равномерно, не спеша, и кофе в турке успевает наполниться вот этими ароматами. Он действительно там проваривается, а не просто вскипятили и подали на стол. Поэтому песок – это идеальное условие для приготовления прям очень хорошего кофе. А по-гречески о-о-о. Вера Иордановна, а что для вас счастье?
Наш древний философ Пифагор однажды сказал: «Не ищи счастья, оно в тебе». Я считаю, что счастье – это когда ты любишь. Есть 7 видов любви у греков, я думаю, найдете время почитать об этом. И самое высокое чувство любви – это агапи. Когда ты уже приближен к Богу, вот когда у тебя есть это чувство агапи, ты уже счастлив. Дорогие гости, сейчас я вам покажу несколько элементов греческого танца сиртаки. Главная задача этого танца – объединить людей в один круг и подарить друг другу настроение. Поэтому, если у вас что-то не будет получаться, не пугайтесь, вы никогда не выбьетесь из круга, потому что мы будем идти всегда вместе, рука об руку. Это самое главное в танце. Ну что, остались самые стойкие греки и филеллины Удмуртской республики. Молодцы! К сожалению, наше путешествие в русскую Грецию подходит к концу. Девчонки, а в чем для вас заключается секрет счастья? Для меня счастье, когда все мои близкие рядом со мной. А для меня видеть улыбки моих родственников, друзей, осознавать то, что есть люди, к которым ты можешь прийти в трудную минуту. А для нас настоящее счастье находиться здесь и сейчас и общаться с вами, дорогие зрители. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте последние новости проекта в социальных сетях. До новых встреч! Ясос! Здравствуйте! Меня зовут Рафаэла, а это Ника, и мы приглашаем вас в мир греческой культуры. Пусть мы с тобой такие разные и говорим на разных языках, но все мы мечтаем, о счастье мечтаем и верим, все в наших руках. Красивые, добрые и смелые, мы знаем, нам подвластно в жизни все. Мы супер девчонки, этно девчонки, мы ищем счастье свое.